Учителя в качестве обучающихся, в роли преподавателя мастер спорта, бывший игрок сборной России, а ныне руководитель проекта «Займись регби» Виктор Ковтун. Дело в том, что как семена знаний, они попадают в благодатную почву. Здесь работают профессионалы. И мы считаем, что никто лучше ваших учителей не научит ингушских детей, не представит им регби так, как мы надеемся, представили мы. Координация, ловкость и сила. Регби развивает все эти качества, особенно если начать занятия с ранних лет. Специально для школьников разработан бесконтактный вариант регби. Вместо силового захвата нужно сорвать ленту с игрока. Познакомиться с этим видом спорта школьникам по всему миру помогает специальная программа. В стране она уже охватила 1000 учащихся. На очереди ингушские школьники. С недавнего прошлого олимпийский вид спорта. И так как олимпийский вид спорта, нашей стране необходимо уделить этому внимание. И у нас должны быть олимпийские медали в этом виде спорта. И хотелось бы, чтобы именно выходцы с Ингушетии были бы в этой команде, которые будут первые золотые олимпийские медали. На практических занятиях разбирают все возможные игровые ситуации и знакомятся с правилами. Здесь все новое. Даже сам мяч необычной формы требует особого обращения. Нельзя препятствовать соревнованию, поэтому учите детей сразу вести мяч правильно в двух руках. Проект реализует Федерация регби России на основании международной программы Get into Rugby. В его рамках создан сайт с методическими материалами, где любой желающий может получить необходимые знания и проводить занятия с детьми. Там же размещены планы уроков, видео, описание упражнений, все, что необходимо учителю физкультуры. Процедура введения этой дисциплины в виды спорта в учебный процесс, она еще до нас не доведена, она обязательно будет сопровождена методическими рекомендациями. В целом регби выглядит чисто мужским видом спорта, но с этим согласны не все. К примеру, Хадид Заурова, чей стаж преподавания физической культуры свыше 30 лет. Любой вид для женщин нормально, я считаю так. Любой вид. Главное желание. Игровой вид спорта, где-то граничащий с элементами единоборств. Игра, которая любит силу и характер. Организаторы уверены, все это идеально сочетается с нашей ментальностью. В регби могут играть все, но, безусловно, именно на территории вашей республики, на территории вообще всего Кавказа регби, на мой взгляд, может иметь большие традиции, долгие традиции, потому что игра, она очень эмоциональная. Зарождение регби в республике обещает его стремительное развитие. Недавно появилась федерация этого вида спорта. Вместе с тем в Малгобеке создана первая взрослая команда. У нас в ближайшее время будет и страница с сайте Instagram регби Ингушетии. Если кто хочет заниматься, если кому интересно, то приглашаю заниматься. А в начале декабря начнет функционировать и первая в республике секция регби. Тренировки будут проходить на базе Горского кадетского корпуса, чей преподаватель Евлоев Али также был в числе участников семинара. Вообще это очень интересная игра, оказывается. Эмоциональная игра, поднимает настроение хорошее для развития физических качеств. По окончании мероприятия участники оценили все преимущества нового для республики проекта. Полученные навыки были подкреплены вручением дипломов. Хамзат Костоев, Мадина Мазиева, Наиб Цичаев, Вести Ингушетия.